Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В эфире новости телеканала ТУВА-24. И с вами я, Инна Клоян. Короткий обзор выпуска. Всего в 2024 году планируется выдать более 1000 ипотечных кредитов с льготной ставкой. В России конфискованные у нетрезвых водителей автомобили будут передавать на нужды фронта. В 2024 году в Кызыле освободятся свыше 2000 мест в детских садах. Продолжается прием заявок на народный картофель. Накануне в Доме правительства прошло заседание рабочей группы по открытию в Туве первой клиники восточной медицины. Представители научно-образовательных учреждений Бурятии приняли участие в формате видеоконференц-связи. На встрече обсудили совместную работу по данному вопросу. О чем удалось договориться сторонам, расскажет наш корреспондент. Открытие монастыря Туйптен-Шадроплин для жителей Тувы стало поистине знаком и историческим событием. На сегодняшний день территория монастыря активно развивается и с каждым днем становится все лучше и краше. Отметим, что в скором времени стартует строительство объектов храмового комплекса второй очереди. Предусмотрено возведение общежития для монахов, гостиницы для паломников и, конечно же, первой клиники восточной медицины. Последняя стала основной темой обсуждения на совещании рабочей группы совместно с представителями Бурятии по ВКС. В первую очередь, мы думаем, что хорошо, логично было бы на основании того, что у нас проводится ВКС, будет дальнейшая работа, создать консорциум научных и научно-образовательных организаций с нашей и с вашей страны, на основании которого мы потом будем вести взаимную работу и, может быть, собираться в дальнейшем, планировать какие-то научные работы. Это было предложение нашего университета, наших научно-исследовательских институтов. Напомню, что ранее делегация из Тувы лично ознакомилась с работой Бурятского центра восточной медицины, уделив особое внимание методам традиционной медицины, которые применяются в учреждении вот уже более 35 лет. Представители центра высказали готовность оказать содействие и поддержку в развитии традиционной медицины нашего региона. Ваша идея о консорциуме, она, конечно, абсолютно актуальна. Я это слышу, но, наверное, и наши коллеги согласны. Научные сотрудники Тувинского государственного университета провели работу по созданию каталога лекарственных трав Тувы. На базе ботанического сада мы уже не первый год занимаемся, в том числе и интродуцированием, тех органиков, которые существуют на территории республики. И здесь, безусловно, я с вами полностью согласна. Я думаю, что будет определенный интерес, во-первых, по обмену информацией, потому что, с одной стороны, конечно же, те растения, которые вы называли, и которые, в принципе, вами достаточно уже изучены, собственно говоря, исследованием их занимались же и наши коллеги. Я думаю, что здесь как раз объединение усилий будет достаточно полезно для обоих сторон. Дальнейшее сотрудничество с вами открыло бы еще новые горизонты. Мы очень надеемся, что мы с вами в консорциуме будем активно сотрудничать, открыто обмениваться нашими данными, и хотелось бы тоже изучить ваши научные труды, так как все равно основа всего – это наука фундаментальная, которая дальше уже должна перекладываться на прикладной уровень. По итогам рабочего совещания была достигнута договоренность о создании консорциума научных и научно-образовательных организаций Тувы и Бурятии в области технологий и переработки лекарственных природных ресурсов. Айра Сабы Мангуш, Янгар Кужге, телеканал ТУВА-24. Благодаря усилиям региональных властей в республике в 2023 году введена льготная ипотечная программа по 2% годовых. На сегодняшний день всего в банке участники программы жители Тувы подали свыше 12,5 тысяч заявок на кредит. Из них одобрено порядка 5800 или свыше 45%. Как повлияла данная программа на строительную отрасль, будет ли она продолжена, расскажем в следующем материале. Напомним, льготная ипотечная программа под 2% годовых утверждена постановлением правительства Тувы от 29 июля прошлого года, в рамках которой в 2023-2024 годах планируется выдать в общей сложности 2172 ипотечных кредита. В прошлом году одобрено 801 сделка, а в текущем до конца действия программы, то есть до 30 июня, 1371. По мнению представителей регионального Минстроя, в 2023 году план перевыполнен и составляет 126% от намеченных показателей.
нарушителей. Льготная ипотека, в чем ее смысл? В том, что ее могут взять много граждан. У тех, у кого одобрение было меньше. Одобрение в нашей республике ранее было в районе 30%. То есть из 10 человек получало всего лишь 3 из 2 или 3 из 10. Сейчас данная ипотека, вот этот процент одобряемости повысилась до 50%. В данной программе участвуют 5 банков. Благодаря льготной ипотеке тысячи семей в ближайшее время получат собственное жилье. Внедрение льготной ипотеки в Туве очень сильно повлияло на строительный потенциал региона. К 2030 году планируется ввести свыше 443 тысяч квадратных метров жилья, а до 2026 года планируется построить около 5000 новых квартир. Ранее мы проводили ярмарку квартир в 5-6 в нашем спорткомплексе СУБД. В ближайшие дни, это 17 по 19, у нас будет Енисей Экспо. На данной площадке также наши застройщики, риэлторы будут предлагать тоже жилье, квартиры. Нужно там подойти, проконсультироваться, уточниться и выбрать для себя квартиру. Енисей Экспо – это крупнейшая межрегиональная выставка республики, куда съезжаются со многих уголков страны. Здесь пройдут ярмарки квартир, круглые столы по темам развития строительной отрасли Тувы. Пройдет она также в спортивном комплексе СУБД с 17 по 19 мая. Мерген Оюн, Владимир Сюртук, Доржусат, телеканал Тува-24. В здании Верховного Хурала Республики накануне прошло 7-е заседание 10-й сессии под председательством Канула Дава, где на повестке дня рассмотрели 53 вопроса. Какие законопроекты были приняты и на что делался акцент, расскажем в следующем материале. Одними из первых на заседании были рассмотрены вопросы кадровых изменений. К примеру, на должность мирового судьи судебного участка номер 2 Кызыльского района назначен Сылдыс Дажысыкбе, а на должность мирового судьи судебного участка Тоджинского района Александр Сад. Уважаемые приглашенные, Дажысыкбе Сылдыс Яковлевич претендует на должность мирового судьи судебного участка номер 2 Кызыльского района. Одобрены изменения в 2 конституционных законах республики о земле, в частности, по уменьшению минимального размера площади земельных участков, предоставляемых в сельских поселениях для индивидуального жилищного строительства, с 1000 квадратных метров до 800. Также коснулись вопроса выдачи бесплатных земельных участков льготным категориям граждан. На территории Республики Тува на учете для получения земельного участка собственно бесплатно стоит у нас 3794 граждан. Основной проблемой в обеспечении льготной категории граждан с земельным участком является недостаточное количество площадей, пригодных для жилищного строительства. В случае отсутствия свободных земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа города Республики Тува, земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются бесплатно на территории муниципальных районов. Также перед депутатами на рассмотрении стоял вопрос о переименовании нескольких населенных пунктов Терехвельского района. Это нынешние Балакты, Каргы и Эми, на соответствующие названия Тал, Чергаланды и Отукташ. На сессионном заседании был изучен пакет документов, необходимых для регистрации данных населенных пунктов в государственном каталоге географических названий. По итогам, в первом чтении приняты проекты законов об образовании населенных пунктов на территории Терехвельского района и о внесении изменения в закон о статусе муниципальных образований Республики Тува, а также постановление Верховного Хурала о присвоении населенным пунктам новых наименований. Мерген Оюн, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. С 15 мая в регионе стартовал навигационный сезон для маломерных судов. По традиции он продлится до 1 ноября. Сегодня инспекторы ГИМС проводят освидетельствование маломерных судов. Их на учете более 2500. Перед открытием навигации на водоемах Тувы прошел осмотр готовности судов, которые будут привлечены для проведения профилактических рейдов. Глава Тувы Владислав Хавылык в своем блоге отметил, что с открытием сезона начнут работать и паромы. Конкретные даты будут регулироваться решениями местных администраций. Важно не допустить происшествий на воде. Прошу ответственные службы оперативно организовать патрулирование береговой зоны водных объектов. В Туве судебные приставы по решению суда передали Народному фронту конфискованные легковые машины нарушителей правил дорожного движения. Их автомобили будут отправлены в зону специальной военной операции. О том, за какие именно нарушения конфисковали авто, смотрите далее. В России стали изымать автомобили у пьяных водителей для отправки в зону СВО для нужд военнослужащих. В законном порядке республиканские судебные приставы передают автомобили нарушителей, у которых транспортное средство изъяли за пьяную езду.
Учитывая степень общественной опасности по нарушению правил дорожного движения, собственники авто признаны виновными. Судом вынесены исполнительные документы с конфискацией транспортных средств в доход государства. Исполнительные документы поступают в республиканские отделения судебных приставов. Сотрудники органа принудительного исполнения возбуждают исполнительные производства, устанавливают также места нахождения транспортных средств и составляют акты их изъятия. В Уголовном кодексе есть такой вид, как конфискация имущества. Она отдельно прописана в отношении транспортных средств, которые используют при совершении преступления. Если водитель был ранее лишен водительских прав за езду в пьяном виде, либо за отказ от прохождения освидетельствования и в течение давности привлечения к административной ответственности, либо в период действия этой непогашенной судимости за такое преступление. Закон действует уже с прошлого года. Он активно действует. В прошлом году мы передавали автомобили в доход государства. В этом году продолжаем передавать. В этом году мы впервые передали, получается. В прошлом году тоже передавали. Кроме этого, судебные приставы не конфискованные имущества. Кроме конфискованного имущества, судебные приставы сами помогают фронту. Региональные судебные приставы накануне передали Народному фронту 3 конфискованных автомобиля, изъятых у нетрезвых водителей на нужды спецоперации. В числе первых переданных транспортных средств это, получается, 2 легковых автомобиля марки ВАЗ и Mazda Demi. Всего нам передано 11 автомашин. В составе следующего автопоезда они будут отправлены нашим бойцам в зону СВО. Данная акция «Автопоезд» у нас проводится на регулярной основе. От жителей республики мы готовы принять транспортные средства, которые впоследствии поедут к нашим бойцам. В прошлом году были конфискованы и переданы десятки транспортных средств, которые также были отправлены в зону специальной военной операции. Такие последствия ждут каждого, кто сядет за руль в нетрезвом состоянии. И к другим темам. Аграрии республики приступили к весенне-полевым работам на полях. Закрытие влаги проведено на площади более чем 1200 гектаров. Также провели весноспашку и многое другое. К посеву зерновых и кормовых культур приступили 5 районов. Всего уже посеяно зерновых культур на площади в 560 гектаров, а кормовых культур на площади в 655 гектаров. Также активно посеяны картофель и овощи. Например, в Кызылском районе весенне-полевые работы начались 12 апреля. Задействовано порядка 30 единиц техники. На сегодняшний день проведена предпосевная обработка почвы на 1650 гектаров. Из них 304 гектаров под овощные культуры и картофель, 1310 гектаров под кормовые культуры, однолетние. То есть сейчас обработка почвы под яровой все еще продолжается, то есть она выполнена на 66% от плана. Согласно агротехническим срокам, яровой планируем закончить до 10 июня. Первым к весноспашке и предпосевной обработке почвы приступили Чедыхольский район. Индивидуальный предприниматель Эчис Хурок начал посев зерновых и кормовых культур одним из первых, и работа на сегодняшний день уже завершена. Тандынский кожун. У них весноспашка и закрытие влаги на 2410 гектаров на сегодняшний день. Пихемский кожун. Тоже у них весноспашка и закрытие влаги на площади 1864 гектара у них. Посев уже начали, зерновые культуры уже сеют полным ходом у нас в Тандынском кожуне, в Пихемском кожуне. И вот в Чедыхольском кожуне уже закончили, это зерновые. И по кормовым культурам у нас также Пихем, Тандынский и Чедыхольский приступили уже к посеву. В ведомстве отмечают, что согласно прогнозу погоды и агротехническим срокам, сев зерновых и кормовых культур начался с 1 мая и продлится до 10 июня, а посадка картофеля и овощных культур должна завершиться до 20 июня. По поручению главы Тувы Владислава Хавалыга с 2022 года на территории республики был запущен проект «Народный картофель». Он стал одной из мер социальной поддержки для малообеспеченных и многодетных семей. Могут ли граждане подать заявку на получение такой помощи и куда необходимо обращаться, узнавала наша съемочная группа.
Вот-вот настанет пора сажать картофель, а это значит, что нужно ускориться с подачей заявки на участие в губернаторской программе «Народный картофель». Семья, у которой имеется 1 или 2 детей, может рассчитывать на 25 килограммов семенного картофеля. Если количество детей от 2 и более, то выдадут 50 килограммов. При предоставлении картофеля учитывается не только состав семьи и доход, но имеется еще один критерий. Соответственно, должны быть условия для посадки картофеля, то есть огород, соответствующая площадка. Либо есть у нас Кожуна, где готовят муниципалитет поля для таких семей, обеспечивают их подготовку и орошение. Со слов представителя регионального Минтруда, на данный момент муниципальными образованиями ведутся переговоры с предпринимателями на поставку семенного картофеля. Формируются реестры малообеспеченных и многодетных семей. Для подачи заявления необходимо при себе иметь справку, подтверждающую доход, которую можно получить в управлении социального труда муниципалитета. Выдача уже началась, сроки заявки еще действуют. То есть семьи, до которых администрация не дошла, могут обратиться в управление социального развития и труда, либо в сами администрации Кожунов. Реестры составляются администрациями, они свои семьи малоимущие знают и составляют такие списки. На территории Тувы более 30 тысяч семей являются многодетными. Для них любая мера поддержки поможет сэкономить бюджет и направить его, к примеру, на досуг детей. К примеру, ко Дню защиты детей к 1 июня Министерство культуры и мэрия города Кызыла прорабатывают установление скидок на аттракционах для детей из многодетных семей, а также для детей из семей участников СВО, а также детям-инвалидам. Кроме этого, некоторые крупные торговые сети уже сейчас согласились сделать скидки для многодетных семей. Мы с ними будем сейчас заключать соглашение о социальном партнерстве. И по многим направлениям, по направлениям отдельных министерств, точно такие же льготы будут устанавливаться для многодетных семей. Это не единственные способы сэкономить деньги многодетным и малообеспеченным семьям. В скором времени всю информацию о всевозможных мерах поддержки можно будет узнать через семейный портал, который на данный момент находится у ведомства в разработке. Арлана Байдубу, Ян Монгуш, Азамат Очур, телеканал Тува-24. В текущем году чуть более 2000 детей выпускаются из детских садов столицы республики. Как организована работа по комплектованию освободившихся мест? Каким образом и когда будет распределение по детским садам? Куда стоит обращаться родителям? На эти и другие вопросы пыталась найти ответы наша съемочная группа. Именно в это время года, весной, тысячи и тысячи родителей не только столицы Тувы, но и районов задаются, пожалуй, главным вопросом. Попадет ли мой ребенок в детский сад в этом году? По словам представителей столичного департамента образования, родители уже сейчас вовсю штурмуют ответственные ведомства. Многие не понимают, как происходит распределение на освободившиеся в этом году 2148 мест в детских садах. Из этих мест 1000 мест будут распределено на судебные решения. Из них 271 будут места предоставлены детям специализированных групп. Это у нас санаторные группы, логопедические группы, коррекционные. В них дети будут зачислены по заключению ПМПК и врачебным справкам. Из общего числа мест более 200 получат дети участников специальной военной операции. Остальные места будут равномерно распределены между льготными категориями. Это военнослужащие, сотрудники полиции, УФСИН и многодетные семьи. 300 мест будет распределено по общегородской очереди. Зачисление детей происходит путем выгрузки из автоматизированной информационной системы «Электронная очередь». То есть система сама формирует список зачисляемых детей по следующим параметрам. Это дата постановки на учет, это льгота и желаемое дошкольное образовательное учреждение. Комплектование в детские сады будет проходить с 1 по 28 июня. Также, по словам Ларисы Кулар, в это время будет работать комиссия, которая должна вести документацию и выдавать направления на руки руководителям детских садов. А те, в свою очередь, будут звонить родителям и приглашать на оформление документов. Родители же смогут в онлайн-формате следить за своей очередью в информационной системе на сайте департамента. Нужно лишь ввести свой 16-значный номер и узнать статус заявления. Мерген Уюн, Владимир Суртюк, Дожусад, телеканал Туа-24. Сегодня в Национальном парке состоялся республиканский слет школьных лесничеств. Юные экологи соревновались в нескольких этапах, а также защищали свои проекты. Сколько команд приняли участие, знает Айра Сад.
Один из первых этапов – это защита проектных работ. Каждая команда должна представить членам жюри плакаты на тему о природе с тревогой и надеждой. Воспитание бережного отношения к природе у подрастающего поколения – одна из основных целей проведения мероприятия. Участвует со всей республики, и она посвящена экологической пропаганде и сохранению нашей природы. Конечно же, мы в этом году акцент ставим на сохранение наших природных богатств, а также внимание обращаем на здоровье людей, потому что в самую первую очередь здоровье людей зависит от окружающей нашей природы. Конечно же, мы со своей стороны будем всячески поддерживать и будем дальше развивать это направление, поскольку работа с подрастающим поколением, мы считаем, что это очень важным, потому что работать уже со взрослым человеком в настоящее время, конечно же, это сложно, и мы считаем, что подрастающему поколению уже необходимо со школьного возраста прививать вот эти вот знания по сохранению нашей природы. В республиканском слете школьных лесничеств участвуют 16 команд. Ежегодно участники показывают хорошие результаты и подготовку. Прошлогодние серебряные победители республиканского слета – это команда из Балгазына. Ранее получили право представить наш регион уже на всероссийском этапе в Московской области. В рамках этого слета ребятам показывали полевые мастер-классы по таксации, лесовосстановлению, садили деревья, проводили лесопатологию, научили их очень много, проработали профессионалы. Затем уже в рамках конкурсной программы на отведенных их лесным участкам они делали эти работы. И в объединенной команде из других регионов по защите проекта своего этого участка заняли 2-е место. В школьном лесничестве села Балгазын 25 ребят. Сегодня они также принимают участие. Мы приехали только за победой, отмечать член команды. На первом этапе мы защищали проект, который нам давали, на тему заповедники Тувы. По жеребьевке нам выпал Дургенский заповедник. Это очень красивое место, в котором находится очень много краснокнижных животных и растений. Там протекает река и очень красивый водопад там имеется. На этапе таксации с помощью мерной вилки необходимо измерить толщину дерева. Возраст участников слета 5 и 8 классы. В каждой команде по 3 человека. Мы приехали из Пихемского Кажуна, села Шевелых. Наш отряд – это дети экологии. Мы хотим сегодня выиграть. Мы ежегодно там входим в лес, чистим все, убираем мусор. 9 мая садили деревцы, тоже рядом с больницей. Также команды показали свои знания, умения и навыки на таких этапах, как лесная математика, лесные робинсоны, лесное ориентирование и другие. Айра Асад, Владимир Шертук, Янгер Кужугай, телеканал Тува-24. И к новостям культуры. В Мудром театре состоялась встреча председателя правления культурного фонда имени Кужугета Шойгу с приглашенными гостями из Омского и Мариинского театров и участниками грантового конкурса на создание мюзикла по мотивам тувинских народных сказок об Искусоле. Когда нам ждать премьеру постановки, узнавала наша съемочная группа. В прошлом году культурный фонд имени Кужугета Шойгу объявил грантовый конкурс на создание первого тувинского мюзикла по мотивам тувинских народных сказок об Искузоле. Победителя на самое лучшее либретто уже выявили. Им стала Вилория Шужукпан. Именно по ее тексту будет ставиться мюзикл. В настоящее время подготовка к постановке уже в самом разгаре. Осталось подобрать музыкальное сопровождение. Сейчас уже идет конкурс среди наших композиторов по написанию музыки, да, в июле месяце мы уже подготовить уже музыку. Там, значит, есть экспертная группа, комиссия, которая будет приезжать сюда, вот, и будем уже работать, уже определить, какая музыка к этой музыке. В связи с этим в республику были приглашены Александр Лебедев, главный режиссер Омского государственного театра, и Алексей Тарасов, художник по свету Мариинского театра. Профессионалы своего дела поделятся опытом, проведут мастер-классы и обменяются мнениями.
впереди большая работа, собственно, по созданию вот этого произведения, потому что сейчас существует, ну, скажем так, существует эскиз, образ его, который у нас маячит где-то в перспективе. Мы хотим выпустить его 21 декабря. Времени достаточно, но и объем работы тоже большой. Зритель должен ожидать шикарное зрелище, прежде всего, захватывающий сюжет. Добро победит зло, и справедливость восторжествует. Это будет спектакль для семейного просмотра. Насладиться мюзиклом и погрузиться в атмосферу сказки смогут не только наши зрители. После выхода в свет работы планируется дальнейший показ и в других регионах страны. Ну, во-первых, это первый мюзикл в истории, и это накладывает на нас определенные обязательства, чтобы все получилось, чтобы мюзикл получился хорошим, чтобы зрителей, население привлекло, и чтобы в дальнейшем, может быть, наш мюзикл был показан в других регионах, чтобы люди знали о наших сказках, о наших героях, да, сказочных. И, конечно, вот я думаю, что и для наших театральных деятелей это будет большой опыт работы с вами по постановке мюзикла. 5 композиторов и 3 дизайнеров уже работают над музыкой и костюмами к данной постановке. Репетиции уже начались. Ведется большая работа для того, чтобы покорить сердца тувинских зрителей. Арлана Байтуба, Тырбазан, Азамат Очур, телеканал Тува-24. До старта 8-го всероссийского полумарафона «Забег.РФ» осталось 3 дня. У организаторов крупнейшего полумарафона страны в нашем регионе – Управление спортивных мероприятий. Сейчас вовсю идет выдача номерков участникам. Всего в соревнованиях 19 мая в Кызыле будут организованы забеги на 4 дистанции – километр, 5, 10 или 21,1 километра. В Туве забег стартует в 13 часов по местному времени от площади Арата. Далее, в зависимости от дистанции, спортсмены пробегут по национальному парку, набережной имени Кужугета Шойгу, дойдут до молодежного сквера и обратно. Отметим, на это время с 9 часов утра проезд для автомашин будет запрещен. В забеге примут участие более 1000 человек. Все участники мероприятия получат фирменную футболку и медаль, а победителей ждут призы от спонсоров. 19 мая в одном из самых популярных полумарафонов ожидается участие более 160 тысяч спортсменов России и 15 зарубежных стран. Участвуете? Да. Расскажите немного о себе, как давно занимаетесь бегом? Занимаюсь бегом 2 года. Участвую в 21 километре 2-й раз. Думаю, что завтра будут большинство людей. А пока что за 1,5 дня где-то 300 человек уже забрали свои стартовые пакеты. У нас есть лимит 1000 человек. Ну, часто будут, я думаю, по-любому больше, где-то 1100-200. Вот так. Это были все новости к данному часу. Следите за нашими новостями и в социальных сетях. Я, Инна Клоян, с вами прощаюсь.